В Уфе за круглым столом обсуждали, как же помочь многодетным семьям. Инициатором этого совещания, этой встречи стала член Общественной палаты Республики Башкортостан, сама многодетная мама и предприниматель Роза Хузина. Сегодня Роза Хузина у нас в студии. Роза Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Мы с вами сегодня обсуждаем тему многодетных семей. На самом деле об этом очень много говорят, но что вполне логично в год большой и дружной семьи. О многодетных семьях в республике всегда говорят очень много. Но давайте определим для начала именно статус многодетной семьи. Какая это многодетная семья? Какая семья считается многодетной? Всем известно, что в семье, которая воспитывает 3 и более детей, эта семья имеет статус многодетной семьи. Если смотреть нашу республику, можно смело утверждать, что наш регион является многодетным, потому что мы занимаем 1-е место в Приволжском федеральном округе и 7-е место в Российской Федерации в целом. У нас насчитывается более 75 тысяч многодетных семей в настоящее время. Роза Владимировна, а почему вы стали инициатором встречи многодетных семей? Понятно, что вы сама многодетная мама, что вы знаете все эти вопросы изнутри. Почему? Вы знаете, в настоящее время ассоциация с многодетной семьей в обществе складывается, что многодетная семья – это как-то малоимущая семья, то, что нуждается в особой поддержке, заботе. Мы хотели развеять немножечко этот миф, что многодетная семья – это почетно, что не надо воспринимать многодетную семью не по принципу «бедный, значит, положено», а многодетный, значит, почетно. Поэтому мы решили инициировать круглый стол на базе Общественной палаты с приглашением всех профильных министерств, это Министерство семьи, труда и социальной защиты, Министерство земельных и имущественных отношений, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, то есть все те структуры, которые так или иначе отвечают и формируют эту всю повестку по улучшению и взаимодействию многодетных семей с обществом. Поэтому мы рассмотрели там вопросы, которые нас волнуют, и получили довольно-таки хорошие ответы. Я готова о них рассказать. Да, вот именно, знаете, какие вопросы обсуждали, тем более у вас такой спектр специалистов был, да, то есть самые разные ведомства, какие вопросы обсуждали, к чему пришли? Ну если говорить по взаимодействию с Минземом, да, я сама являюсь членом Общественного совета Минзема имущества, и здесь хорошая новость, то, что буквально на прошлой неделе депутаты наши проголосовали за одно нововведение. В общем, многодетным семьям сейчас полагается земельный участок. Вернее, нет, он и так полагается, очередников у нас 16 тысяч на сегодняшний день, но многодетные семьи сейчас имеют возможность самостоятельно формировать такой земельный участок. Я считаю, что когда он опубликуется, этот закон, нам сказали, что 13 марта вступает в силу, и, соответственно, очередность, она заметно разгрузится. Вместе с тем, есть альтернативная возможность получения 250 тысяч рублей многодетным семьям. Эта возможность, она остается. Так, это то, что касается Минзема. Если мы говорим про Министерство здравоохранения, хочу поблагодарить, кстати, Минздрав за то, что они активно всегда подключаются к нашим мероприятиям, к круглым столам. И здесь участвовала у нас в круглом столе Татьяна Владимировна Саубанова. Практически на все наши вопросы, которые мы ей задали, она нашла какое-то хорошее альтернативное решение. Вот, к примеру, я привела в пример Тульскую область, где есть принцип зеленого коридора, где многодетные семьи, когда приходят за медицинской помощью, им предоставляется без очереди получать необходимую помощь. Я говорю, у нас возможно такое внедрение? Она говорит, вообще я предлагаю, есть такая возможность сделать медицинский, семейный медосмотр. Да? То есть, к примеру, каждую субботу можно семье с детьми, если мы говорим про администрации, допустим, про районы и города, можно сделать с детьми приходить на такой семейный медосмотр. Если мы говорим про наш город Уфа, но здесь, к сожалению, не везде есть, где детские отделения со взрослыми вместе могут принять это. Но каждую субботу есть возможность запустить этот процесс. Мы сейчас как раз подготовили проект резолюции по нашему круглому столу и будем этот вопрос продвигать. И еще, при каждой женской консультации к 2030 году запланировано, как она отметила, создание детской комнаты.
при женской консультации, это тоже очень хорошее подспорье. На сегодняшний день пока в 40 женских консультациях есть такие детские комнаты. Ну, когда вы отвечали на мой вопрос, вы сказали о том, что многодетная семья сейчас действительно это равно малоимущие. Вы задали перед эфиром вопрос, какие льготы положены многодетным семьям. На самом деле я не сильна в этих моментах, в цифрах, потому что мы сами, когда создавали нашу семью большую, да, мы не заботились и даже не озадачивались тем, какие льготы положены. Потому что когда у нас появился 3-й ребенок, нам позвонили с соцзащиты и сказали, лично моя история, приходите за удостоверением многодетной семьи. Я говорю, а зачем оно нужно, что оно дает, какие льготы? Не знаем ничего, приходите, на месте разберетесь. Я получила это бумажное удостоверение, обратилась в Минсемье, благо я тоже журналист, сразу пошли навстречу в Минсемье, и мы быстро взяли эти моменты в работу. Оказалось, что множество мер поддержки, оно доступно для семей многодетных малоимущих. Но доказывать свою малоимущность, скажем так, да, готовить какие-то справки, имущественный ценз здесь, какие-то критерии нуждаемости проходить не очень хочется, и время на это тратить, и как-то силы. И поэтому мы решили взять в работу это направление, чтобы многодетным семьям без учета критерий нуждаемости была доступна та или иная помощь. Тогда я сама инициировала и просила, чтобы у нас допустим, где-то на сайте Минсемьи была информация, какие услуги могут многодетные семьи, просто в статусе многодетной семьи, без критериев нуждаемости получать какие-то льготы, какие-то там бесплатные проходы в музей и так далее. И создали портал «Семья РБ», по-моему, называется, да, где есть множество организаций, предприятий, которые готовы на сегодняшний день оказать какие-то услуги бесплатно, а какие-то с хорошей льготой или скидкой. Там и множество магазинов, и там и кружки, и так далее. Ну очень многие многодетные семьи, да, действительно, вы подчеркиваете, не хотят доказывать, что малоимущие. Например, у меня у самой есть личные примеры, когда говорят о том, что мы можем обеспечить своих детей, и слава богу, но ходить доказывать, мы малоимущие, дайте нам вот это не хочется. Но на самом деле ту инициативу, о которой вы говорите, уже же во время прямой линии с Владимира Путина подняли, к нему обратились, президент поручил проработать этот вопрос. Мы верим, что на федеральном уровне это тоже будет как-то решаться, потому что тогда и регионам будет проще. Ну да, если говорить про взаимодействие с федералами, у нас есть коллеги из Общественной палаты Российской Федерации, к примеру, мой коллега Рыбальченко, да, он продвигает идею отцовского капитала. То есть это позволяет отцу многодетному в одной семье, здесь подчеркивается именно в одной семье, когда он является многодетным отцом, это в то же время сохранение традиционных ценностей, да, получать этот отцовский капитал с возможностью выделения 2 миллионов рублей. Сейчас эта инициатива прорабатывается властями, и я думаю, что она найдет хорошее подтверждение. Мы только за эту инициативу. Ну и вообще на федеральном уровне много что делается. Если говорить про круглый стол, я запрашивала у Минсемьи, какие планы, чего нам еще ожидать многодетным семьям. Нам ответили, что уже прорабатывается в ближайшее время социальное такси для многодетных семей, где будет предоставляться с хорошими льготами возможность проезда таким семьям. Но это тоже нужно будет опять доказывать, что малоимущая семья, это уже всем. Да. Мы как раз таки и говорили, что нужно отменить максимально эти критерии нуждаемости. Кстати, во многих регионах они отменены, но частично. Наша республика тоже идет по этому пути, что отрадно. И я хочу поблагодарить Ради Фаритовича, что подписали этот указ, возможность предоставления земельного участка с возможностью формировать самим данный земельный участок. Потому что ждать, когда ты получишь свой заветный участок, это нереально. Тем более я знаю, что не совсем удобно месторасположение для семей, которые предоставляют земельные участки. Это тоже имеет место быть. Если вновь вернуться к поддержке многодетных семей, уже более адресно обсуждать, именно есть же в таких семьях школьники, какие им полагаются, может быть, льготы? Есть что? Так, если мы говорим за федеральную повестку, здесь по школьникам, понятно, что федеральные льготы у нас подразумевают мат-капитал на 3 ребенка, да, компенсации оплаты
в детские сады. Если мы по школьникам говорим, независимо там семья многодетная или обычная семья, в начальных классах школьное питание, не возмещение, а полностью бесплатное. И бесплатное школьное питание только для многодетных семей с категории малоимущие. Возмещение оплаты за компенсации за школьную форму. Это тоже есть, опять-таки, подчеркиваю, с критерием нуждаемости, если ты малоимущая. Дальше. Вот эти, кстати, моменты Минсемьи сказали, что они стремятся к тому, чтобы убрать эти критерии нуждаемости. Допустим, когда многодетная семья заявляется, даже не заявляется, когда уже видно в госуслугах, что она имеет статус многодетной семьи, уже по умолчанию ей доступны те или иные льготы. То есть ты являешься многодетной, все. У тебя там единое окно, где ты можешь принимать помощь, допустим, в медицинской части или там какой-то еще иной социальной части. Или, в общем, вот такие моменты. И вопрос, вот вы собрались за круглым столом, вы обсудили, да, я вижу, что есть результаты этого разговора, то есть это не просто совещание, когда-нибудь что-нибудь мы сделаем. Какие еще планы есть на перспективу? Вот у нас на круглом столе участвовали и министерства, и ведомства, и блогеры известные для того, чтобы мы могли правильно популяризировать наш образ многодетности, сохранения семейных ценностей. Один из спикеров, Марат Асхатович Газизов, вы знаете, это заместитель руководителя агентства печати, он предложил рассмотреть возможность отмены, вернее, не отмены, а рассмотреть возможность включить в трудовой стаж мамы по уходу за ребенком до 1,5 лет, потому что я считаю, и он считает, что это очень правильно. В советское время это было нормой, сейчас, к сожалению, этого нету. И мы по итогам нашего круглого стола готовим проект, чтобы рассмотрели наши законодатели. Вместе с тем, вот если мы говорим про популяризацию, большая работа, конечно, ведется агентством по созданию каких-то медиапродуктов, роликов, там, каких-то печатных изданий, но не составляет труда, к примеру, в титрах, если это известный человек в республике, если он является многодетной мамой или отцом, в титрах, допустим, подписывать. У нас 3 вице-премьера многодетных отца, как вы знаете, да, вот написать там такой-то, такой-то вице-премьер, министр такого-то министерства, многодетный отец. Почему нет? Не составляет труда в вложении каких-то, но зато это популяризация. Человек смотрит, думает, я тоже хочу быть многодетным. Я уж так говорю сейчас про чиновников, но вообще очень много известных творческих, талантливых людей. Если мы будем прописывать, что это человек является многодетной мамой или отцом, это будет супер. И коротко, где можно найти, как вы думаете, ознакомиться с льготами для многодетной семьи? Понятно, что вы как журналист их знаете, можете уточнить. А вот обычный зритель, где он может найти эту информацию? Если мы говорим про льготы в части посещения бесплатно музеев, там, каких-то культурно-досуговых учреждений. Наш портал семьярб.ру, там есть вся информация, также на сайте Минсемьи. И вместе с тем на сайте нашей общественной палаты республики, на моей личной страничке в социальных сетях ВК Роза Хузина можно найти информацию. Мы будем мониторить эту тему, продолжать вести эту работу по поддержке и популяризации многодетных семей. Вся информация будет доступна там. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам на эфир и рассказали об этом. Спасибо, Роза. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечала Роза Хузина, это член Общественной палаты Республики Башкортостан, предприниматель и многодетная мама. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.